Зенер прайзна писузары чабыс какаслым роктан. Күн сынықтирбыз ибдегі тоғысты. Ибдегі тоғысты сынықтирбыз. Проверим домашнее задание. Так, Так, верчеба экран. Көрінше. Так, Наталья. Так, Наталья келді еще зелен. Так, чем? Анаңдар, Наталья Зенер, естчебі жоқ па? Хозылыңар. Не айтесіз, так, бұл Так, давайте, Евгений, Хыгырыбызар, значит, прочитаете, потом обсудим. Вот, пока вот тут абзац. Мен сыйықтаңар сағынма сырбын. Так, давайте сразу начнем, наверное. Идея была, как о подарке не будут думать, да? Давайте Да. сыйықтаңар, правильно, сыйықтаңар, да, А теперь давайте сформируем глагол. Вот смотрите, сағын, корень слова, думай. Теперь не буду думать, мы должны в будущем времени поставить, да. Сағын, время какого будет в будущем времени, аффикс будущего времени? Давайте вспомним. Сағынам. Да, вот. Вообще, допустим, если просто взять сағын, сағыныр, да, вот будущая форма, арьер, сағыныр. Сағыныр. А теперь я, допустим, да, сағыныр, а теперь я буду думать. А я уже мин паще, допустим, у нас аффикс под где мин, сағыныр, да, у нас, помните, будущая форма, вот она. Помните, вот этот вот столбик. Мин, сағыныр, бын получится, да. Мин сағынырбын, я буду думать. А теперь не буду думать. Вот смотрите, я подырки не буду думать, да. Сағынырбын. Сағыныр. А если отрицательный аспект будет сағын, там отрицательный аспект, помните, сағын, так, где у меня эта таблица? Так, вот, сағын, мин, сағын, там масмес, паспес, да, идет. Так, мин, сағын, маспен, вот. Сағын, маспен, вот. Қонмыс, да, қонмыспын, мин қонмыспын, сағын, маспен. Вот эти вот аффиксы идут. Вот получается, мин сыйықтаңар сағын, мыс, и получается по глухости пын, уже не бын, а пын. Вот. Я не буду думать. Мин сағын мыспын. Я о подарке думать не буду. Так. Понятно, да? Вот сағын, корень, да. Сағын мыс, не будет думать. Сағын мыспын, я не буду думать. Вот здесь порядок аффиксов, смотрите, каким образом следует. Сначала идет аффикс отрицательного аспекта, то есть сағын, мыс. Думай, не будет думать в будущем времени. Да. И потом только добавляется аффикс первого лица. Я не буду думать. Вот такое очередное следование аффиксов. Так, дальше. Син тадлых сүрткү садарың наңар сағынмас зарзың. Так, вот опять вот эту форму просто берет сағын, мыс, а теперь ставим ты, допустим, да, сағын мыс, и ты будет сағын мыс, сын, совершенно верно. Вот, я поделила. Син сағын мысын, вот. Син сағын мысын, ты не будешь думать, да. А теперь садырнар, правильно, о продаже не будешь думать. Сүрткү, пусть останется сүрткү, тады, лық сүрткү, садырнар сағын мысын. Вот, теперь все верно. Так, правильно. Так, дальше. Так, Евгений.
Ол аның мөрейніңір чоқтыбыз. Ага. Тут вы правильно сформировали. Да. Чохта говори. Чохтабыз не будем говорить. Ол чохтабыз. Тут все верно. Только смотрите теперь победа в хакасском языке Чингис. Запомните. От слова Чингисхан. Чингисхан это хан-победитель, да? Чингисхан. А мюри это соревнование. Мюри. Мюри денер там, да? Вот. Он о его победе не будет говорить. Ол аның. А теперь смотрите. Чингис о победе, как вы скажете? Чингис. Шинге. Его победа, как вы поставите? Шинге. З будет его победа. Шингезе. Да. Анын шингезе. И о его победе будет анын шингезе. Нер. Да. Вот так будет. То есть смотрите, как получается опять-таки. Шингис у нас корень слова, да. Шингис. Потом обязательно мы должны поставить в форме категории принадлежности анын. Вот анын, это же вот его. Что его? Его победа. Анын шингезе. Вот. Первый аффикс пошел. Шингезе неңер, уже потом идет следующий аффикс. Вот. Анын шингезе неңер. Ол чохтабыз. Теперь все верно. Он о его победе не будет говорить так. Дальше. Сыны найла пюзик неңер пыс баскетболда утыры баспыс. Так, давайте сначала пыс, да. Опять не проиграем. Утр проиграй. Не проиграй, как будет? Утрбас, да. И по твердости примыкаем. Утр проиграй. Утрбас не проиграй. Утрбас-пыс мы не проиграем. Да, утрбас-пыс. А теперь пыс баскетболда. Тут все верно в баскетболе. Пюзик. А теперь смотрите, пюзик у нас заканчивается на что? На глухой же, да, пюзик? Да. Какой аффикс? Там глухой аффикс. Пюзик. Тенер. Тенер, да. Сыны найлы пюзик тенер. Пыс баскетболда утрбас-пыс. Да. Ну, тут бы еще бы добавить сыны без нашей роста, да, потому что мы такие, было бы так точнее будет, сыны без сын рост, да, сыны без наши роста, наши высокоростие, ну как-то так, да, сыны без наилепельск тренер без баскетбола утр без. Так, ну пусть будет, в принципе, грамматически теперь все верно. Так, дальше. Саны асхынақтыңар сірер утып алба зыр-зыр. Ага. Так, ну теперь понимаете, да, вот саны асхынақтыңар, все верно, сірер утып. А теперь смотрите, утпал, да, корень слова. А теперь в будущем времени как будете? Не выиграть утып, ал бас. Не выиграет. Утупал бас, да. А если вы не выиграете во множественном числе, утып албас. Сер. Сар, да. По твердости идем. Верно? Мышление верно? Утып албасар. Серер утып албасар. Да. Сан асхнак на серер утып албасар. Но тут лучше поставить не ал, а пол. Вот так вот. Тоже другой модификатор есть. Утып полбасар. Не сможете выиграть. Утып албасар. Ну, как бы албасар тоже вроде как неплохо, но лучше утып полбасар. Не сможете выиграть. Вы не выиграете, да. Саны асханахтангар. А теперь смотрите, вот тут тоже вот саныбыз, да. Са это когда мы, утырбыспыс. А теперь вы. Саны, вы притяжательный аффикс. Тут саны. Так, саны. Саныңар тут должно быть. Саныңар асхынахтыңар. Потому что ваше число, из-за того, что вы число, ваше число, да, ваше число, саныңар асхынахтыңар мало, вы
не сможете выиграть. Вот теперь верно. Саныңар асқынақтыңар, сірер ұтып басар. Дальше. Дизайн-слик неместіңер, олар машинның албазарлар. Так, вот то же самое. Ал, корень слова, да? Давайте уберем вот это. Да. Дизайн неместер, олар машинаны ал не будут покупать. Ал, теперь опять вот этот аффикс, да, используем. Албастер. Во, совершенно верно. Вот. Во. Поняли, да? Дизайн неместер. Так. Экран. Неместер, олар машинаны албастер. Теперь все верно. В принципе, неплохо. Вот, да. Надо будет позаниматься вот с современными глаголов. Ну, попрактикуемся, но вот еще время у нас будет. Так. Давайте так, еще раз зачитайте примеры, хорошо? Хакасские предложения, только фразы. Мин сыйықтыңар сағынмаспын. Сен тадылық сүрткі садарыныңар сағынмасың. Ол аның чини зіңер чуқтыбыз. Чиңе зіннеңер чуқтыбыз. Чини зіңенеңер чуқтыбыз. Ну, Чингисхан, запомните, да? Чингис. Вот смотрите, вот имя Чингисхан, как оно сформировано. Чингис, нг, это дает дифтон н. Это тюркское слово на самом деле. Чингис. Чингис. А русский язык дает нг. Вот эти два звука. В хакасском н. Чингис. Давайте еще раз. Чингизинер. Чингизинер. Ну, в общем, надо будет потренироваться. Чинг. Вот этот звук чинг. Давайте еще раз. Чингизинер. Во. Чингизинер. Теперь верно. Еще раз. Чингизинер. Ага. Амурте. Вот сейчас правильно. Ол аның чингизинер. Чоқтабыз. Он о его победе говорит не так. Так. Анаңандар. Дальше. Сыныбыз найла пөзіктеңер. Біз баскетболда отырбаспыз. Саныңар, асқыстаңар, сірер удып полбастыр. Асқынақтыңар. Давайте еще раз. Асқынақтыңар. Еще раз давайте. Саныңар, асқынақтыңар, сірер удып полбастыр. Так, и последнее предложение. Дизайн слик неместіңер, олар машинаны албастыр. Ну, теперь все так нормально. Так, ну давайте, Оксана, ваш пример. Мин сыбыра палыларымныңер сағынчам. Давайте сразу поправим. Вот смотрите, палыларым неңер или наңер будет. Поняли, да? То есть да. пала везде идет твердое, да, а, о, у, и у нас 4, поэтому на, не неңер. Мин сыбыра палыларымныңер. В жизни мы произносим палалармными, ну, допустим, да, вот, хотя вот я так не говорю, например, палалармныңар. Я все равно палалармныңар скажу. Ну, как бы палалармныңер, может быть, редко кто так скажет. Ну, понятно, да, палалармныңар сах. Да. Дальше. Күнтоза үгредігдіңер шатты хығырғам. Шатты хығырғам. Орта. Күнтоза үгредігдіңер шатты хығырғам. Шатсы. Қорқыстық олағымның тозылғанын деңер школаны сағынарға. Ага. Тут я сначала, когда прочитал, думаю, что за предложение. Я не в смысле там аффиксов, а вот как бы олах тозлаг, не олах тозлаг надо, а школа тозлаг надо. Вот, поэтому, все теперь понял, а то как-то некорректно. Вот смотрите, охлопстык. Олах школаны, то давайте теперь правильно сформируем, да? Олағымның школаны, то я бы сказал, олағымның школаны, то за зарны, сейчас не скажу. Школаны. Тозы бзрныңар, я бы так, наверное, написал. Давайте так. Тозы бзрныңар. Давайте.
тозы бызарынаңар. Ну, такой сложноватый аффикс. Ну, я вот пишу вот как бы с русского языка идет, да. Олагымның. Тут школаны надо поставить сюда обязательно, чтобы мы понимали именно школы тозы бызарга. Олагымның причем. Олагымның школаны тозы бызарынаңар сағынарға хорхысты. Или хорхысты сағынарға. Вот это только уже ставим сюда. Тогда будет нормально. Улагымның школаны тозы бызарынаңар хорхстых сағынарға. Я сағынарға. Можно написать даже сағынарға хорхыстыгда. Так даже будет лучше. Он даже страшно подумать. Хорхыстыгда. Хорхыстыгда. Может быть, можно так написать, да. Олагымның школаны тозы бызарынаңар. Ну, эти аффиксы потом мы будем проходить. Тозы бызарынаңар сағынарға хорғыстыгдан. Олагымның школаны тозы бызарынаңар сағынарға хорғыстыгдан. Так, сейчас дальше. Найла майдаңар кызы олар маңнанмастыр. Так, ага. Из-за слишком медлительного человека они не успеют, да, куда-то, в общем, на соревнования, ну, допустим, да. Теперь давайте опять сформируем в хакасском языке порядок слов. Найлы, так, мы сейчас ведем уже от человека, да. Найлы майдаңар кызы, ведь кызы в данном случае май, ну, это лучше убрать, потому что оно характеризует человека. Найлы май кызы о человеке теперь. Кызыдыңер. Вот так будет лучше. То есть найлы май кызыдыңер улар маңнанмастар. Из-за слишком медлительного человека будет. Из-за кого не успеет? Из-за человека. Понятно, да? Не потому, что они медленные, а из-за человека они не успевают. Тут логика работает так. Маңнанмастар не успеет из-за человека. А человек какой май? А май уже, он, в общем, ну, ему там аффикс не нужен. Улар маңнанмастар, они не успеют, не поспеют. Понятно, да? Логика принципа. Так, Наталья, все, что мы разбирали, или понятно было вот эти вот слова, которые мы здесь прочитывали? Ну, потому что есть перевод. Понятно, да. Давайте так, предложение зачитайте, а потом я попрошу Наталью вас тоже прочитать тексты. Давайте, Оксана, свой текст прочитайте, пожалуйста. Мин сыбыры балаларымнаңар сағынчам. Вот я тут не доправил. Балаларымнаңар, еще раз. Мин сыбыры балаларымнаңар сағынчам. Так. Күнтоза үгредігдіңер шатты хығырғам. Чатты хығырғам. Олагымның школаны тозы бызарынаңар сағынарға. Сағынарға хорхстыгда. Да. Даже страшно подумать. Найла май кызыдыңер олар маңнанмастыр. Да, понятно, да. Давайте так, Наталья, тоже прочитайте, пожалуйста, просто для тренировки текст Евгения. Только хакасский текст. Мин сайхтаңар сағынмаспын. Сыйх – это подарок. Вот этот подарок. Сыйхтаңар о подарке. Мин сыйхтаңар сағынмаспын. Дальше. Тинта сүрткү садарыңнаңар сағынмастын. Сен тадлық сүрткү садырыңнаңар сағынмасын. Садырыңнаңар сағынмасын. Садарыңнаңар сағынмастын. Да, надо садырыңнаңар. О продаже. Садыры. Так, дальше. Ол анын шинізі ненер шоқтабас.
Шеңізініңер. Шеңізініңер. Еще раз. Шеңізініңер. Шоқтабас. Шеңізініңер. 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 Шоқтабас. Так, дальше. Сыныбыз найла пözек теңер. Біз баскетболда удырбаспыз. Утырбаспыз. Утырбаспыз. Так, прошу прощения, два Т должны быть. Утырбаспыз. Таңар асхынақ таңар сірер утып болбысар. Полбасар, да. Дизайн селик немес теңер. Олар машинаны албастыр. Олар машинаны албастыр. Так. Давайте еще раз читаем. Найла май. Ой. Мин собирать. Мин сыбыра палаларымнанар сағынчам. Палаларымнаңар сақчам. Сейчас. Палаларымнанар сағынчам. Күн тозы угредігдіңер шатты хығырғам. Үгредігдіңер. Үгредігдіңер. Олағамының школаны тозы біза рыңа нар сағынарға. Хорғысты да. Да, хорғысты да. Найла май кізедіңер олар маңнан мастыр. Сейчас. Так. Ну, давайте теперь смотрите. Мы завершили все поддержанные формы аффикса. Давайте теперь потренируемся еще раз. Я вам сейчас позадаю вопросы. Давайте, Евгений, с вас начнем, и мы будем писать. Ну, допустим, как скажете «моя книга»? Менің киндім. Во, менің киндім. Моя книга, менің киндім. Как скажете «мой телевизор»? Менің телевизорым. Вот, менің телевизорым урта. Мой дом. Менің ибн. Ибн, один вариант, и тура, второй дом. Турам. Турам, да, менің турам. Ибн, допустим, да. Как скажете «моя работа»? Менің тоғызым. Вот, тоғызым, да. Отец, мой отец. Бабам. Ага. А теперь скажите, мой отец живет в деревне. Менің бабам алды чортапча. А теперь скажите, я живу в городе. Мен города чортапчам. Так, сейчас. Теперь скажите, отец Оксаны. Как скажете? Оксананың бабасы. Орте. Оксананың бабасы. А теперь скажите, думаю о Наталье. Ну, допустим, да. Наталья наңар сағынчам. Вот. Наталья наңар или что? Вот. Наталья даңар. Вот. Наталья даңар сағынчам, да? Допустим, скажите, думаю о Наталье, поеду в Абакан. Думая или думаю? Думаю. Я думаю о Наталье, поеду в Абакан. Наталья даңар сағынчам, Ахбанзар парым. Ахбанзар парым. Так. Вчера приехал с Красноярска. Кеже Қызылшарның келгім. Қызыл
Шардан или нан? Чардан. Вот, дан. Кызылчардан. Откуда? Кызылчардан келген. Так. Ну, так, в принципе, неплохо. Давайте, Оксана, с вами. Вот, как скажете, живу на улице Пушкина. Пушкин, Рим, Орама. Орема, Да, живу на улице. Орем, Д. Во, Пушкин, Орамада. Живу. Чуртепшем. Да. Чуртепшем. Пушкин, Орамада, Чуртепшем. А теперь скажите, живу в Москве на улице Пушкина. Москва, да. Пушкин, Урем, да, Чуртепшем. Да, Москва, да, Пушкин, Орамада, Чуртепшем. Угу. Понятно, да? Так. Скажите, вот, живу вместе с семьей. Сюберем по-хатарски. Сюберем, Хаде, Чуртепшем. Так, сюберем, как вы сказали еще раз? Сюберем, Хаде. Так, смотрите, сюберем, хаде, да? Сюберем. Сюберем, нэн, Хаде, Да, Чуртепшем. во. А то вы говорите сюберем, хаде. Моя семья вместе живу. Понятно, да? Сюберем, нэн, хаде. Обязательно сюберем, нэн, хаде. Чуртепшем. Так, а теперь скажите, иду по улице. Урим, Орама. Урама, да. Ngар. Урама, жа. Во, иду. Урамжа, парщам. Да, во. Орама. Урамжам, парщам. Ага. Теперь скажите, иду пешком. Пешком шазар. Шазых, парщам. А теперь скажите, иду пешком по улице в магазин. Урамажа, шазых, парщам, магазин, зар. Ага, только глагол надо поставить. Урамажа, шазых, магазин, зер, парщам. О, магазин зер. Урамажа, шазар, магазин зер, парщам. А теперь скажите, на машине еду в магазин. На машине мы это не проходили, ладно. Так, скажите, моя машина. Миның машинам. Миның машинам. Шахсе. Так. Ну вот некоторые, я не все падежи прохожу, ну вот примерно понимаете, да, вот как фразы строить. Давайте, Наталья. Вот в филармонии. Мин филармония де Тогынчан. Так, работаю с детьми. Мин палаларнан хаде Тогынчан. Палаларнан хаде Тогынчан. Ну, имеется в виду, если палаларнан хаде вместе с ребятишками, а лучше с детьми палаларнан Тогынчан. То есть как бы вот ваша работа соприкасается с ребятишками, лучше так сказать. Филармония да палаларнан Тогынчан. Допустим, да, в филармонии работаю с ребятишками. Вот. Скажите, вот я люблю плавать. Плавать чузерган. Мин Чузерга плавать. А как? Чузерга. А люблю как вы скажете? Ну, хынчан, видимо. Совершенно верно, да. Вот. Я... Чузерга. Ну и формируйте люблю плавать. Ну вот, люблю. Мин чузерга хынчан. Во, мин чузерга хынчан. Орте. А теперь скажите, я люблю плавать по Абакану. Мин агбанжи чузерга хынчан.
Мен ағбын жешу зергі хчам. Панжа. Так, ну давайте я подскажу тут. Мен ағбын жешу зергі хчам на лодке, допустим, да, ну мы это хоть не проходили, просто подскажу. Мен ағбын же киме. Киме лиг. Неде. Киме лиг. Кимелиг. Да, кимелик на лодке, люблю плавать. Мен ағбын же кимелик шу зергі хчам. Давайте вот еще раз. Мин ағбан же кимелиг шузерга хыншам. Так. Скажите, завтра поеду в Абазу. Завтра. Таңды абаза зар парим. Парим или поеду в будущем времени? Парам. Парам. А теперь скажите, завтра поеду, вот, в общем, поеду, не знаю как, на лодке. Абаза, зар. Завтра на лодке в Абазу поеду. Или поплыву. Таңды Там, абаза зар, абаза Абаза, зар на лодке поплыву. кимелиг Ну, лучше сказать парам. Хоть и шузерга, допустим, как бы плыть, да, но все равно кимели парам. Понятно, что вы... кимелиг парам. Да, кимели. А хоть Завтра в Абазу поеду поплыву, да, по-русски, поплыву на лодке. Ну, по-хакасски кимели парам. Парам, хоть по воде, все равно парам, хоть пешком парам, хоть вообще это, оно ко всему имеет значение. Хоть на чем, но парам, да, пойду. Даже если на самолете в Москву, все равно парам. Допустим, давайте вот теперь сформируйте, полечу на самолете в Москву. Завтра полечу на самолете в Москву. Таңды Москвазар как-то самолет. Тимур. Давайте пока самолет примем. Самолет. Самолет. Да, самолет. Самолет. Пойду, полечу. Парам. Да. Таңды Москвазар, самолет парам. Так, скажите, вчера приехал с Красноярска. Таңды Хызылжар. Вчера. Ой, кеже Хызылжардан Приехал. Килген. Килгам. Да, Килгам. Мин Килгам, да. Кеже Кызылжардан Килгам. Как скажете, вечером приехала? Кеже вечером. Ирде. Килгам. Ирда Килгам. Ирда – это местный падеж, да, указывающий на время. И на время тоже. Кеже Кызылжардан Ирда Килгам. Ну, в общем, такие упражнения, как бы такие простые фразы, в принципе, как бы вы уже понимаете. Чаще просто надо будет упражняться. Вот, запоминать их. Так, ну и теперь давайте мы еще, у нас тут 4 минуты есть. Так, ну, нет, не успеем, я хотел дать еще числительное, это в следующий раз, ладно. Ну, в общем, на сегодня тогда, в принципе, пока хватит. Вот эти примеры я оставлю под видео. Давайте дома где-то домашнее задание на завтра по 5 примеров. Разные, но употребление разных падежей, все, что мы прошли вот за весь период, который вы знаете. Вот примерно подобные фразы надо будет придумать. Попытайтесь, может быть, какое-то описание сделать, да, уже, ну, в общем, что сможете. По 5 предложений, хорошо? Завтра. Предстык, да? Так, предстык я. Ну, ага, ну, в общем, тогда мы сегодня завершаем наше занятие. Тогда хашитре. Тугас шабыс тоғыз шаста ирда. Я чем? Менен үшіршем. Так, ну, давайте тогда хашитре. Тогда мен көрігні сығар сылым каналына. Че, аным жоқтыр, паза туғас ханжым. Аным жоқтыр. Аным жоқтыр. Аным жоқтыр. Че.